В Сыктывкаре в одном из общежитий произошла коммунальная авария. После отключения тепла лопнула батарея в одной из квартир. К счастью, никто не пострадал. Для этого дома напасти не в новинку. Управляющую компанию, которая его обслуживала, еще осенью лишили лицензии. А новый УК назначила мэрия. Евгений Стокос туда бы точно не переехал. Это общежитие на улице Морозова относится к так называемому проблемному жилфонду. Здесь множество проблем с инженерными системами, собираемость оплаты за услуги ЖКХ традиционно невысокая, аварии случаются регулярно. Очередной удар судьбы местные испытали утром. Лопнувшая батарея затопила 3 этажа кипятком. Все стены, все сырые-то, все везде. Все запотевшее, с потолка. Да что думаешь, тут потолок. на телефоне так все видно? Везде кровати все сырые, весь сырой диван. Все сырое. Вздутые полы, набухшая мебель, неисправная техника – вот результат ЧП. Ирина, работающая мама 2 детей, говорит, что об отключении тепла никого не предупреждали, как и о том, что батареи нужно прогревать. По квитанциям семья платит исправно, оттого несправедливость ощущается еще сильнее. В комнату зайти было невозможно, жар такой стоял. Вот мы быстренько открыли окно, начали все убирать, позвонили в ЖКХ, они сказали, это наша вина. Соседи сказали, что тут не было уже 3 дня отопления. Вот, они говорят, что все эти 3 дня мы должны были греть эти трубы сами, самостоятельно. Ирина уже написала жалобу в жилинспекцию и, если нужно, дойдет до прокуратуры. 2 этажами выше другая проблема – протекающая крыша. И течет она давно, уже появился грибок или черная плесень, тут экспертам видней. В дождливую погоду по стенам этой комнаты в прямом смысле журчат ручьи. Обращения в инстанции не помогали. 2 года каждый день ходила, у меня что течет. Заявление написала, каждый раз заявку оставляю, они просто с этой пенкой намазывали и все. А это что, ремонт что ли? Вот сами видите ситуацию в комнате. Еще я с 3 детьми живу. Таких сюрпризов много. Следы от пожаров, разбитые щитки, обледеневшие лестницы. Как будто проходишь через 9 кругов коммунального ада. Венчают его настоящие врата в преисподнюю. Вот этот парящий гейзер – это такая, если можно выразиться, константа Морозова 43. Парит он всегда, круглый год, зимой превращая балконы в сосульку, ну а летом в настоящие джунгли. В прошлом сентябре управляющую компанию, обслуживавшую этот и еще 2 десятка домов, лишил лицензии Стройжилтехнадзор. Случай беспрецедентный. Дома распределили между ответственными управляющими компаниями на год, а вместе с домами и их проблемы. Мы сегодня занимаемся авральным текущим ремонтом, потому что, скорее всего, дом не готовили к зиме, не проводили ни гидравлические испытания, ни промывку. У нас нет данных документов о том, что это производилось, нет вообще технической документации. На жителях дома в таких условиях самая большая ответственность. Позволить предыдущей управляющей компании такую бесхозяйственность – это еще уметь нужно. Им предстоит либо устраивать общие собрания, решать проблемы сообща, либо, как раньше, смириться с таким положением дел. Недавно был проведен конкурс на данный дом. Ни одна управляющая компания не заявилась. В связи с чем через месяц мы планируем организовать новый конкурс по оставшимся домам, которые были у ИЦП ЖКХ. А пока новый управляющий не нашелся, жильцам нужно внимательнее отнестись и к своему, и к общедомовому имуществу. Серьезных ремонтов, пока не придет тепло, точно не будет, потому защита от потопов, промерзаний и пожаров – общее дело всех жителей Морозова 43. Евгений Стокос, Вячеслав Беспалов, Юрген, Сыктывкар.